В Якутске проверяют катки. На сегодняшний день в республике их 24. Все эти площадки проходили определенные проверки на соответствие нормам безопасности. Однако до конца гарантировать безопасность себе человек может только сам, соблюдая правила поведения на льду. О них сегодня рассказали сотрудники МЧС. Репортаж Саргаланы Захаровой. В Якутск пришла весна, а значит, наконец открыт долгожданный сезон коньков. В отличие от других регионов, в республике он длится всего пару месяцев. И всем любителям активного отдыха хочется провести с пользой каждый из этих дней. Однако этот популярный вид спорта один из самых травмоопасных. И чтобы не испортить впечатление от отдыха, нужно помнить о правилах поведения на льду. В первую очередь, это если вы выходите первый раз на каток, это защитные средства какие-то, да, налокотники, надколенники обязательно надевать. Смотрите, куда вы двигаетесь. Как оказалось, с правилами поведения на льду многие знакомы. А вот что делать, если под ногами треснул лед, знают не все. Надо смотреть на дорогу. А если под тобой лед проломится, что ты будешь делать? Кричать на помощь. А что нужно делать в первую очередь? Кричать на помощь. Я лягу и лежать буду. Звать на помощь. Правильнее всего лечь на живот, увеличить площадь соприкосновения. В таком случае можно избежать провала под лед. Но не только за тонким льдом таится угроза. А вот это сооружение кто делает? Вот это сооружение. Будут сейчас кататься на коньках, может кто-нибудь и влететь сюда. Сотрудник проката так и не смог объяснить, для чего используют самопальные конструкции. Но убрать металлолом со льда ему пришлось. Пришлось закрыть и сам пункт на время, пока владелец не предъявит все документы о соответствии ведомства и не исправит нарушения. В том числе, пока не появится информационное табло с правилами поведения на льду. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск.